Это четвертая казанская школа-интернат в Советском районе. Ее закрыли на карантин. Один ученик заболел корью. Детей, у которых нет прививки, перевели на дистант. В школе проводят дезинфекцию. 86 детей и педагогов должны вакцинироваться. У нас срок 21 день. В коллектив не будут допускаться лица без прививок, а также те, кто имеет только одну прививку. Руководством школы-интерната было принято решение о уходе, так скажем, на дистанционное обучение. Может быть, это и правильно, поскольку все-таки это закрытый коллектив, и детки там находятся постоянно. Первые признаки кори схожи с другими ОРЗ, говорят специалисты. Это температура, конъюнктивит и кашель. На третий день на лице и на теле появляется сыпь. В основном болеют дети. В этом году корью заболели 283 татарстанца. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Были привозные случаи, но в основном инфекции подвержены жители республики, которые не сделали прививку, отмечают специалисты. Если мы говорим о коре, то первую прививку мы делаем в год и потом делаем в 6 лет. Крайне важно сделать именно в год. Почему? Соответственно, повышается риск заболевания. В Татарстане произошла вспышка еще одного серьезного вирусного заболевания – внебольничной пневмонии. За последнюю неделю почти 1500 заражений. И это уже спад, говорят эпидемиологи, на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В каждом третьем случае возбудитель микоплазма. Из-за внебольничной пневмонии в начале недели учеников 3 школ перевели на дистант. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, в учреждениях провели все необходимые мероприятия. Теперь они работают в привычном режиме. На разобщении по республике остаются 8 классов в Казани, Нурлате, Рыбной Слободе и Агрызе. Это как раз говорит о том, что все-таки и фильтры работают, и, может быть, отстранили даже при наличии первоначальных симптомов. Здесь надо, конечно, подходить более точечно и исходить из той ситуации, которая в данном школе, в данном образовательном учреждении есть. За неделю 8 новых случаев гриппа и рост заболеваемости омикроном. За месяц 8 человек заболели коклюшем и 7 корью. Медики отмечают, защитить себя от них поможет вакцинация. Дети у меня привиты. Самой тоже с детства прививка есть. У меня как-то вопрос не стоял. Делать или не делать. У меня у сына аллергия, и мы решили, что мы не будем никакие прививки делать. На себя берем ответственность, и каждый родитель, наверное, должен сам решать, делать прививку или не делать. Сыну Амиру сейчас 8 лет, а вот дочка родилась год. И в то время поколение 16-го года как раз переставали делать эти прививки АКДС, Пентаксим. Сейчас нынешним детям, которые уже этих годов, начали прям делать все уже родители активно. Очень тяжело было болеть в 50-летнем возрасте. Поэтому прививка обязательно. Еще одна мера профилактики – раннее обращение за медицинской помощью. Если ребенок чувствует себя нехорошо, то есть, конечно же, нужно обратиться за медицинской помощью либо в поликлинику, либо вызвать врача на дом. Но и тем более, конечно, такие недопустимые случаи, когда ребенок уже практически неделю температурит, родители почему-то назначают сами антибиотики, эффекта никакого нет. Сейчас в Татарстане уровень заболеваемости ОРЗ на 15% ниже эпидпорога. Рост ожидают в конце декабря перед новогодними праздниками и сразу после них. Алена Струминская, Адель Миндубаев, Данил Филатов, ТНВ, Казань.